Здравствуйте, уважаемые телезрители! Мы продолжаем наши традиционные телепередачи «Времена, события, люди» и продолжаем поднятые в предыдущих телепередачах темы, связанные, так сказать, с восточно-исламской цивилизацией и, прежде всего, в преломлении тех миграционных проблем, с которыми соприкоснулась и столкнулась Западная Европа. Я должен сказать, что вот мы в прошлый раз, в прошлой передаче рассмотрели типы государственного устройства различных стран. Мы показали с вами, каким способом происходит формирование отношений между цивилизациями. Мы раскрыли суть трансплантантного типа цивилизационности, которая сложилась в Соединенных Штатах Америки и частично сегодня перекочевывает в Западную Европу. И в частности, я хотел бы ответить на вопрос тем, кто считает, что вот эта миграционная волна взорвет Европу, уничтожит, значит, западную цивилизацию. Не будьте наивными, друзья мои. Дело в том, что трансплантантный, пересадочный тип государственности и цивилизационных ценностей и смыслов, характерный для тех же, допустим, Соединенных Штатов Америки, и сегодня, так сказать, вот после Второй мировой войны перекочевавший в Западную Европу, он органически рассчитан на привлечение иммиграции. Фактически экономические системы западно-христианской цивилизации не способны работать без иностранной рабочей силы. Особенно ярко это проявляется, в частности, вот в таком сегменте мирового капитализма и западно-христианской цивилизации по совокупности, как так называемые переселенческие страны. Это, как говорится, вот одна из этногеополитических особенностей западно-христианской цивилизации, которая в определенной степени раскрывает проблему миграции с несколько иной стороны. Она показывает, так сказать, что причинно-следственная связь миграционных отношений это не так проста, как вот изображается в наших средствах массовой информации, а она органически свойственна цивилизациям западно-христианского типа. Органически свойственны. Я вот возьму на себя такую смелость, мы редко говорим об этих странах, их не так много. Я все-таки попросил у вас разрешения коснуться этого вопроса и показать, насколько, если так можно сказать, отмобилизована вот эта западная цивилизация по отношению к мигрантам. Не так просто сковырнуть то, что там сегодня установилось за тысячелетия, и не так легко убрать те, если так можно сказать, скрепы, которые представляют собой западно-христианская цивилизация. Говорю это не в апологетических свойствах, говорю это с тем, чтобы у нас сохранялась трезвость рассудка, чтобы нам было присуще, если так можно выразиться, ну, элементарная осторожность в подходах и оценках тех или иных событий. Вот та самая политическая осторожность, которая, с моей точки зрения, отличает сегодня высшую российскую власть по отношению, скажем, к Украине. Очень правильно поступили, ведь совершенно очевидно, вот в цивилизационном отношении совершенно очевидно, что западно-христианская цивилизация в лице агрессивного генеративно-политического центра этой цивилизации Соединенных Штатов Америки пытается оторвать Украину от России, оторвать Украину от восточно-христианских православных ценностей, навязать ей иные стандарты жизни, что делается совершенно бесшабашно и бездумно политиками типа Яценюка, Порошенко и прочих, так сказать. Эти люди, мало того, что они необразованные, мало того, что они понятия не имеют о том, что такое цивилизационная принадлежность конкретной государственности, они еще вдобавок и весьма корыстны и алчны в своих политических намерениях и настроениях. К сожалению, вот сегодня эта публика правит там. Поэтому мне думается, что вот наше высшее политическое руководство делает правильно, проявляя политическую сдержанность и политическую
если так можно сказать, осторожность в отношении, как минимум, всего юго-востока Украины. Ну, в чем эта осторожность? Ведь многие призывают, что, мол, давайте мы, так сказать, махнем на все рукой и, значит, примем в состав России, так как мы приняли Крым, тем более, что исторически Донбасс никогда не был Украиной и никогда ей не будет, даже если он и останется в составе Украины. Это очевидно, по-моему, не только Порошенко, который недавно заявил, что проживем, мол, и без Донбасса, что вы ко мне, значит, привязались. Тем не менее, вот факт остается фактом, что мы проявляем осторожность и правильно делаем. Не так все просто. За 70 с лишним лет пребывания Донбасса в составе Украины там сложилась вполне определенная проукраинская, так сказать, часть, с одной стороны, а с другой стороны, весьма сильные позиции таких олигархов, как вот Ренат Ахметов, в чьих руках находится угольная промышленность, металлургическая промышленность Мариуполя. Попробуй вырви. Не так все это легко. Не так все это легко. Так вот, по поводу сегмента переселенческого капитализма, чтобы вы поняли, может быть, это кто-то подумает, что немножко я отвлекаюсь от темы миграции в Западную Европу. Нет, я не отвлекаюсь. Я просто хочу показать, так сказать, масштабы и возможности влияния западно-христианской цивилизации на другие цивилизационные анклавы и возможности, так сказать, англосаксонской и англонемецкой и других, простите, немецко-саксонской этничностей влиять на другие этнические общности, которые входят в состав западно-христианской цивилизации. Так вот, к этому сегменту относятся такие страны, о которых мы редко говорим, но которые, безусловно, сегодня нельзя не то чтобы сбрасывать со счетов, но нельзя недооценивать. Тем более, что их руководители, как, например, премьер-министр Австралии, делают весьма громкие заявления, касающиеся личностей наших руководителей Российской Федерации. И пройти мимо, ну, просто было бы, с моей точки зрения, неправильно. Почему неправильно? Потому что политика – это своего рода бокс. Если ты в боксе не отвечаешь на удар ударом противника, сомнут. Так вот, к этому сегменту относятся 5 стран, представляющих 4 континента. Вы видите, какая разветвленность западно-христианской цивилизации? Вы можете сказать, какое это отношение имеет Западная Европа? Имеет. Имеет. Тем более, если учесть, что Восточная Европа была, есть и останется частью восточно-христианской православной цивилизации. Несмотря на то, что политическая элита этих стран сделала эти страны членами Евросоюза. Ну, сделали вы их членами, и что из этого? Цивилизационные-то ведь отношения, цивилизационные основы жизни ваших народов совершенно не изменились. Совершенно не изменились, понимаете. Румыния как была православной, так и остается ей. 19 миллионов православного населения, понимаете. Сколько угодно вы можете, так сказать, говорить там по-французски в Бухаресте, как это сейчас очень модно. Толку от этого никакого. Вот. Толку от этого. И причем учтите, это я уже говорю для румынских националистов, вы ведь себя считаете наследниками даков, а даки, они всегда были в оппозиции к Риму. Поэтому исторические корни у вас отнюдь не западно-христианские, а типичные восточно-христианские православные корни. Вот. Прислушайтесь к мнению и позиции своей православной церкви, которая делает очень большое дело, удерживая, так сказать, румынское население от непродуманных шагов. Так вот, Канада в Америке, Австралия и Новая Зеландия – это отдельный континент, Южноафриканская республика в Африке и Израиль в Азии. Смотрите, какой прекрасный букет. Так вот, название эти страны переселенческого капитализма объясняется просто по факту образования. Все они были созданы переселенцами из Европы. Вы скажете, из Европы, а не из исламской цивилизации. Да, из Европы, а не исламской цивилизации. Но сегодня исламская цивилизация пошла и туда. Пошла и туда, имейте это в виду, особенно в Австралию и Новую Зеландию. Австралийское правительство изменило
свою, как говорится, этническую политику по отношению к коренному населению, а представители языческой цивилизации маори, вот, которые составляют примерно 15-20% населения Австралии, они, безусловно, так сказать, очень внимательно относятся к представителям исламской цивилизации, потому что те ближе им, так сказать, по мировоззрению и миросозерцанию, хотя и являются эти язычники, а те исламисты. Ну, может, я что-то путаю, пусть поправят меня, так сказать, австралийские друзья. В Канаде, значит, родоначальники французы и англичане. Тут и сегодня на государственном уровне двуязычие английского и французского языков. И у меня возникает вопрос, почему премьер-министр Канады так лихо заявляет против России, вот, что и выгнать ее вообще из G8, так сказать, и санкции усилить и тому подобное, и отказывает Украине, когда мы говорим об этом, так сказать, иметь два государственных языка, украинский и русский. Значит, у нас можно, у вас нельзя. Но это вот типичная, так сказать, политика англосаксонского меньшинства, доминирующего в западно-христианской цивилизации. В Австралии и Новой Зеландии эти государства основали англичане. Открыл этот материк для Европы, Западной Европы, Джеймс Кук. Местные аборигены за жестокость и варварство вот, убили Кука, зажарили и съели. В Западной Европе, особенно в Англии, страшно возмущаются, когда я им это говорю. Вы неуч, вы, так сказать, дремучий человек, вы ничего этого не знаете, но доказательств противного не приводят. А вот нашему Миклуху Маклаю в Новой Гвинее, которая очень родственна маори и папуасам, так сказать, Тасмании, весьма и весьма, так сказать, благостное отношение. Потому что наш Миклуха Маклай, он вел себя в корне отлично от Джеймса Кука. И говорят, что там даже памятники есть в Новой Гвинее, нашему, так сказать, представителю. В то время как Австралия и Новая Зеландия типичные представители так называемого бандитского капитализма. Здесь была английская каторга, куда выбрасывали самых злостных преступников из Англии. Может, поэтому премьер-министр Австралии сегодня так это опрометчиво говорит в отношении России. Хотя, обратите внимание, все хамы, они ведь ужасные трусы. И когда Путин приехал на G20 в Австралию, этот самый премьер-министр вот лебезил перед ним так, как школьник перед маститым учителем. Вот. Такая метаморфоза. Имейте это в виду для общения, так сказать, с нашими западными партнерами. Для чего я говорю об этом переселенческом капитализме? Я говорю об этом потому, что как раз вот Австралия и Новая Зеландия – это типичный пример этновыброса, англосаксонского этновыброса в этот регион мира. Но, будучи в Японии, я как-то ляпнул, что, мол, Япония является, значит, японцы являются этновыбросом ханьских, как говорится, отростков. Страшно обиделись на меня эти японцы. Вот. Мы начали вместе с ними искать истоки происхождения этой японской этничности, но так и не нашли их. Вот. Происхождение русских айнов нашли, бородатых, так сказать, которых японцы уничтожили на корню. Вот. А вот самих японцев пока не нашли. Ну, вы знаете, может быть, японцы и правы, потому что песенная архитектоника, песенные, если так можно сказать, мелодичность японского фольклорного пения, а это прекрасное пение мужскими голосами, женщины не поют там, изумительное пение. Оно напоминает мне в какой-то степени наше среднерусское пение, так сказать. Такие страдальческие, я бы сказал, очень грустные песни о любви, о необжитой судьбе, значит, об изгнанниках. Я с большим наслаждением слушал пение многих, так сказать, этих японцев, особенно под замечательное саке, которое можно пить как ситро. Вот. ЮАР была основана голландцами и англичанами, которые потом
схватились в мертвой схватке между собой, понимаете, бурские войны. Бурские войны. Что тут характерно? Посмотрите, как западно-христианская цивилизация раскидывает этих переселенцев. Вот. Здесь действительно имел место этногенез, который продолжается и сегодня, вот, результатом которого явилось образование весьма оригинального этноса – африканеры, так называемые, дословно африканцы, потомки колонистов голландского, немецкого и французского этнического происхождения, не англосаксонского. Вот. Среди африканеров выделялась субкультура буров, от голландского слова «крестьяне». Родной язык африканс, о как замешано, сложился на основе южных диалектов нидерландского языка. Кстати, ЮАР является членом БРИКС. Президент сегодня Зума, негр, вот, представитель одного из крупнейших племен южноафриканских. Молодец вообще. 5-ю жену купил за 2 стада коров, старейшинам племени отдал. О, как язычество накладывается на современные, так сказать, отношения. Понимаете, не надо формализовать обстановку. Вот я все время призываю, будьте разнообразнее, ширше смотрите, как говорил известный персонаж, ширше и глубже. Вот на эту проблему миграции. Ширше и глубже. Так вот, сегодня численность этих африканеров примерно 3,5 миллиона человек. До 90-го года составляли 60% белого населения ЮАР. Остальные 40% англоафриканцы. Вот. Африканеры считают Африку своей этнической родиной. Видите как? За 200 лет, так сказать, произошла новая формация. Немножко по-другому все это складывалось в Израиле. Вот. Основан в 1949 году. Кстати, когда я хочу испортить настроение современным евреям из Израиля, то я им говорю: уважаемые евреи, вы же должны памятник поставить прежде всего не Бен-Гуриону, а Иосифу Виссарионовичу Сталину, который, так сказать, разрешил в Организации Объединенных Наций создаться государству Израиль и Палестине. Израиль создали, Палестину нет. Как же так? Вот. Очень злятся, очень недовольны моим вопросом, так же, как англичане, жители Англии, недовольны тем, когда я у них спрашиваю: а граждане какого государства вы являетесь? Молчат, потому что у них нет гражданства, у них подданство. Это насчет демократии, так сказать. Вот. Всегда есть вот эти моменты, за которые мы можем, как говорится, как говорят участковые нашего Таганского района, привлечь к ответственности. Вот. Ну, почему Сталин дал согласие? Потому что он думал, что русские евреи, которые составили костяк политической элиты современной, и сегодня составляют костяк политической элиты Израиля, Голда Меир, Бен-Гурион, так сказать, и многие другие, русские евреи, так сказать, Жаботинский. Сталин думал, что будет центром национально-освободительного движения на Ближнем Востоке, что евреи, так сказать, смогут противопоставить, так сказать, французским и английским колонизаторам. Если вы знаете, Сирия была с Ливаном колонизирована Англией, там Иордания, простите, Франция, Англия имела свои сильные стороны в Ираке и так далее. То есть, к чему я веду весь этот разговор? Западно-христианская цивилизация очень большим опытом обладает по поводу не только приема, но и по поводу, так сказать, переориентации тех мигрантских потоков, которые к ним попадают. Вот это надо иметь в виду. Хотя, конечно, сегодня эта так называемая политика melting pot дает сбои по той же причине, по которой мы, я имею в виду русские, протестуем против засилья, как мы считаем, некоторые из нас считают, так сказать, мигрантов вот на Манежной площади, в Кандапоге, так сказать, на Урале и так далее. Будьте аккуратнее насчет этих протестов, будьте аккуратнее. Тем более, что мусульманское духовенство способно договариваться с нами. Ведь перестали же резать головы баранам, так сказать, на проспекте Мира. Давайте просто аккуратнее, попросим людей, они всегда отзываются на это. Перестала муэдзин звать новой мечети, построенной на Алтуфьевском шоссе. Попросили,
Люди, так сказать, идут навстречу. Не надо представлять их какими-то монстрами. Никакими монстрами они не являются. Нормальные люди, просто по-нормальному надо общаться. Кстати, глава европейского мусульманства в России, Гайнуддин, выпускник ВГИКа, он является, если мне не изменяет память, учеником Сергея Полинача Герасимова, кинорежиссер. Владеет легко и свободно 4 иностранными языками. Культурный это человек или нет? Вот и подумайте об этом. Так же, как Таджуддин, глава азиатской части мусульман России. Великолепный отец, по-моему, у него 8 или 12 детей. Насчет детей они молодцы. Так вот, вы понимаете, я хочу обратить внимание на исторические особенности этих стран переселенческого капитализма. Они проявляются сегодня в той или иной степени во всей западно-христианской цивилизации. И поэтому мигрантами вы их не испугаете. Какие? Это отсутствие буржуазно-демократических национальных движений. Кстати, в этих странах нет такого четкого деления на буржуа и остальных. Отсутствие революции в этих странах. Капитализм растет не вширь, а вглубь. В Австралии и Новой Зеландии экономическое развитие и освоение новых территорий сочеталось с вооруженной борьбой против местных аборигенов. В ЮАР с борьбой против буров. Кстати, Александр Иванович Гучков был участником Англобурской войны 900 года. Вот, и был даже там ранен, писал прекрасные репортажи оттуда. Кстати, вот знаменитый, так сказать, английский автор Маугли, Ридиар Киплинг, сделал себе имя на репортажах тоже с Англобурской войны. Потом уже Маугли, потом уже появился его гениальный афоризм. Запад есть Запад, Восток есть Восток. И Запад никогда не будет Востоком, а Восток Западом. Ну что тут можно, как говорил Александр Трифович Твардовский, тут не убавить, не прибавить и так далее. Вот. Эти моменты приводят нас к таким вот выводам, не скоропалительным, а весьма продуманным и аналитически выверенным. Различие путей и временных рамок становления западно-христианской цивилизации и промышленного капитализма в частности, социально-экономическая неоднородность, асинхронность и неоднородность исторического развития, которая по-разному влияет на проблему миграции. Вот. Эта часть западно-христианской цивилизации унаследовала материнские черты цивилизации западно-христианского типа. Понимаете, например, Израиль совершенно спокойно может сочетать в себе светскую государственность и галаху, то есть традиционные иудейские ценности, там в субботу не работают, там кошерная пища, так сказать, обрезание, вот рождение, смерть, все это по галахе осуществляется. У меня возникает вопрос, почему, если в Израиле возможно галаха, наши мусульмане не могут использовать шариат? Именно в тех районах, где мусульманское население составляет подавляющее большинство. Об всем этом надо думать. И когда Кадыров обращается с просьбами такого типа, их нужно не отбрасывать, как мальчишеские, а внимательно рассмотреть. Потому что Кадыров сегодня играет одну из ключевых ролей в наших взаимоотношениях и с исламской конференцией, и с наиболее, так сказать, влиятельными исламскими организациями и социальными слоями. С точки зрения миграции, с точки зрения позиции ИГИЛа в отношении России, очень перспективная роль. Итак, благодарю вас за внимание. До свидания. Смотрите на разнообразные пути и методы решения вот этих миграционных вопросов, связанных сегодня с Восточной и Западной Европой. Но они непременно окажутся и в нашем поле зрения. Желаю вам успехов. До свидания.